Ну а теперь к другим темам. Башкирские ученые возрождают знаменитый иглинский лук, который всегда славился высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и климату. Вскоре его разведением займутся садоводы, как в былые советские времена. О прошлом и будущем популярной овощной культуры смотрите прямо сейчас в репортаже нашего корреспондента. Неспешно расхаживая вдоль грядок, Татьяна Емельяновна делится всеми тонкостями лукового дела. Ей 88, но как и раньше. Она собирает чернушку, севок, саму репку. Луком в огороде засажены 20 соток. А потому что у меня много семьи, 40 человек. Они все помогают, все делают. Я только командую. Выращивание лука для Савичевых всегда было делом семейным. Дети Татьяны Емельяновны сами уже пенсионеры вспоминают. Когда родители уходили на работу, именно они пропалывали, окучивали, собирали урожай. Крупный, в меру сладкий иглинский лук. Прежде всего он славится тем, что долго хранится. Вот с нашей деревни, конкретно с наших участков, забирали на экспорт. Нам привозили специальную тару, упаковку, 35 килограмм. Вот мы это, дети, все набираем, взвешиваем, чтобы 35 килограмм было. Чтобы там адрес был какой, вот Кубу я конкретно помню. Шел на Кубу. В свое время лук выращивали практически в каждом дворе. Сейчас хранителей промысла единицы, да и у них объемы минимальные. Все это из-за отсутствия рынков сбыта. Но самое печальное, говорят местные, что так может потеряться сам сорт, известный еще в начале прошлого века. Широко известен иглинский лук. Москва, Ленинград, Урал, Сибирь и Дальневосточный край – потребители этого лука. Это отрывок статьи из газеты «Красная Башкирия», номер от 9 мая 1937 года. И одно это является подтверждением того, что уже в те далекие годы иглинский лук был настоящим брендом. Начиная с середины прошлого столетия и до 90-х республика была одним из основных производителей лука. Именно Иглинский район был в числе передовых. Ну вот посмотрите, выровненный стебель, мощный, причем не ломающийся. На полях учебно-опытного хозяйства ученые аграрного университета возрождают знаменитый Иглинский лук. Вот я хотел показать лук, который хранился уже больше 1,5 лет. Вот сухие чешуи у нашего сорта желтоватые, с таким отливом, да? Хорошо выровнен. Единственное, чтобы люди не путали, башкирский сорт, который будет Иглинский 2, это популяция из разных по форме луковиц. Новый сорт сохранит все качества оригинала. Высокую урожайность, долгий срок хранения, устойчивость к засухе и заболеваниям. По большому счету это новый сорт, но за его основу взят тот самый из частных подворий. Само название Иглинский 2 – это дань уважения тем, благодаря кому местный лук в свое время получил известность во всем мире. На сегодня у меня все. С вами была программа «Агробизнес». До свидания.